14 ноября только что Каилана, двоюродная сестра Александра Прокопьевича Габышева, говорила с лечащим врачом, одним из лечащих врачей, ну тот, который непосредственно общается и с адвокатами, и с родственниками. Так, вот что он рассказал. Саша просит присылать конверты с марками. Дело в том, что он, да, выходит, говорит врач, отвечает, ну, марок не хватает, у него стопка конвертов, а отправить он не может. Но он пишет, отвечает, очень рад, так сказать, всем приходящим письмам. Книг у него скопилось уже, как выразился лечащий врач, целая библиотека, но в палате, говорит, не разрешается держать столько книг. Поэтому он делает так, он выбирает сам, что, какую книгу взять. Все приходящие книги он смотрит и выбирает, какую взять сегодня, какую завтра для прочтения. Молоко сгущенное, которое присылают в мягкой упаковке, да, он получает. В мягкой можно, поэтому молоко у Саши есть. За столом соседей он угощает. Сосед его, как выразился врач, не агрессивный. Мы за этим следим, сказал врач. Но там это больница психиатрическая усиленного наблюдения, так что понятно, конечно, следят. Но то, что сосед его говорит на языке саха, и они могут общаться на родном языке, соседом, их двое в палате, это хорошо. Подтвердил врач, что да, на счету у Саши есть деньги, и в ноябре он выписал по каталогу, по разрешенному там по больнице, выписал себе то, что ему нужно. Сколько осталось денег, врач не знает, но он сообщит в следующий сеанс связи, надо ли ему еще, сколько там на счету. И допустил такую небольшую, такую вот, чтобы, как сказал врач, если он у нас еще останется, чтобы не гонять деньги туда-сюда. Так что это вот еще раз подтверждение, что те деньги, которые вы пересылаете Саше, в том числе и пересылали мне в свое время, так сказать, для Саши, они у Саши есть, и Саша ими уже пользуется. Что еще, так сказать, рассказал лечащий врач? Переговоры ему разрешены с адвокатом и вот с двоюродной сестрой. Ну вот, собственно, они и звонят ему. Больше никто ему позвонить не может и не звонит, так сказать. Да. И по поводу вакцинации, да, летом в СИЗО еще он был вакцинирован, и опять врач сказал, что ну пока-то еще рано, должно пройти, так сказать, полгода. Ну, если он будет так же, врач опять так же сказал, ну, если он будет у нас, когда придет время, да, мы всех больных вакцинируем. Ну, что сказать, что главный врач, не знаю, но вот этот врач, так сказать, рассказывает, ну так как-то, можно даже сказать, с хорошим настроением о Саше. Действительно, может быть, чисто по-человечески Саша ему нравится. Теперь 22 ноября, до его дня рождения, вот осталось 10 дней, приходит, конечно, много, все это замечательно. Если, так сказать, если не получится позвонить и поздравить его, а, между прочим, там техническая проблема, речь идет не только об Александре Габышеве, там вообще никто не может позвонить больным, никто, ни родственники, никто, потому что там вообще связи с оператором, у них какой-то очень плохой оператор, руководство больницы хочет поменять оператора. Ну так вот, если не получится Каилане позвонить ему и живым голосом поздравить с днем рождения 22 ноября, ну врач обещал, как говорится, со стороны администрации больницы поздравить Сашу тоже. Ну что, спасибо всем.
Спасибо всем, наверное, сотням, может даже тысячам людей, которые откликнулись, хотят пожелать Саше здоровья, быстрейшего освобождения. Спасибо всем, кто для этого что-то делает. Gördüm gün taksan erere dili binere unan aylıktan kötüstü